Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Это информационно-аналитическая программа «Неделя» в студии Ислам Ершов. И коротко о главном. Одно из великих чудес, дарованных посланнику Аллахом. В Чеченской республике встретили Исра валь-Мирадж, ночь вознесения пророка, мир ему и благословение Всевышнего, на небеса. Пункт назначения – Арктика. Сотрудники Росгвардии из Российского университета спецназа выехали на очередные учения. Президент озвучил, что надо осваивать территорию Арктики. Должны знать на все 100% и должны обеспечить безопасность, где бы это ни было. Самый нежный и теплый день в году. В республике отметили Международный женский день. Глава региона вместе с семьей поздравили Аймани Несиевну. Мусульманский мир отметил ночь вознесения пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, на небеса. Аль-Исра валь-Мирадж приходится в ночь с 26 на 27 число месяца Раджаб. С этим путешествием связаны многие представления мусульман о рае и аде. В мечети сердца Чечни прошел Мавлид. В своих мольбах, обращенных к Господу, богословы просили его о мире и благоденствии для мусульманской уммы и всего человечества. شي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بقر دلوين وما تقول لوين تيشب دلوين اولاش قبل بر دلوين شي دينس نس دلوين ير نعمة تول что ли перес بخلامز دويت ويقدر ما بوخ ما دوخ نعمة تو سندر امام الغزالي شو شيخ عبد الحي القنوي شو بقش علم اخا هر Peygamber sallallahu stigal vehkini oşol büyüz denir sünnet duşu. Khom bir niqtah dal khastan bir niqtah wen boqqa bel büyüsü şuner periz qılamaz wen del büyüsü şuner khom bilash dal büyüsü ismailish. На мероприятии присутствовали богословы и мюриды со всех уголков республики. Они выразили благодарность руководству региона за такое внимание к мусульманским датам. Нас сегодня пригласили на это очень важное торжество. Всеми фибрами души, с волнением мы это провели. Это слов нету, не хватает, чтобы это все сказать. Наверное, в человеческом лексиконе нету таких слов, чтобы все это описать объемно, чтобы выразить свои внутренние чувства. Не знаю, я особую благодарность хочу выразить нашему муфтияту нашей республики, руководству нашей республики за такое огромное, бесподобное внимание, которое уделяется исламу. Близится священный месяц Шаабан. Это 8-й по счету месяц календаря хиджры, предшествующий Рамадану. Существует известное высказывание: Раджаб – месяц посева, Шаабан – месяц полива, Рамадан – время сбора урожая. Значимой особенностью месяца является ночь Бараат, которая наступит в середине Шаабана. أقساغ نشلوش مسك ناخي حوش لوشوا زكاة دالوش مول ديل يلشحيستوش ديل حخوش كاج دي شرعها أزبيسنا دينيش هندا ويسخلو دال ألا بو علم نيخ أول بو أتبيسنا شعبان بوش يقر بيسنا شيليش كحشول بيسيوز سير عمل شتا بيش بالبلغي شيليش نتاقحشول داحشا جيش دو بوغ دال شتا قوتشلنا إز ميلون آتشيت ناق وصل دينول شركل دينول تuna geçlada şa aqashiyet haqyol şol tagoy qichun şe bu sobashiz iğen sun haqlat şol şu atana geçlada şa da sun dera bart babiyazash int irwalu yazash haqd ayaqiysh dol diyanoshlo qant idoshlo diyanosha in sha'ban but ishtamar qablu chuna amali chuna saqdlu chuna zakatlu chuna u marhibatan kiyechan balu chuna shiyan amaliya ibadatda deli verza silah bolshlo but buqi sha'ban. Инструкторская группа Российского университета спецназа отправилась в Арктику. Там они проведут учения вместе с коллегами из других регионов страны и установят новые рекорды. Провожал бойцов лично глава республики. Он прибыл поддержать их перед экспедицией, а также проверить, насколько хорошо они подготовились к суровым испытаниям. Все подробности у нашего корреспондента. Инструкторы Российского университета спецназа готовы к вылету. Пункт назначения – Арктика. Там они будут принимать участие в учебных маневрах.
эти учения, они крайне необходимы и важны для усиления мобильности, повышения коэффициента полезного действия, безопасности Российской Федерации и ее стратегических объектов. То есть мы тренируемся для того, чтобы Росгвардия была еще, специальные подразделения Росгвардии были еще более подготовлены, еще более мобильны и профессиональны. Проводить отряд в экспедицию приехал глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Все учения в Арктике будут проходить под его контролем. По вашему поручению мы готовы к проведению строевого смотра с дальнейшим убытием в Арктику. Значит, наш инструкторский состав полностью укомплектован, полностью готов, снаряжение все специально разработано под Арктику, и мы готовы к вылету. Также приехали наши друзья, коллеги, с которыми мы уже прошли не одну командировку, и вот в Мурманске вместе, и в Мурманске работали вместе, и на земле Франца Иосифа, наши парашютисты из СОБРа «Рысь», и из «Витязя». Часть ребят, это вот знакомые все лица, это опытные, с которыми мы уже работали. И часть ребят взяли специально молодежь, чтобы они получали опыт, натаскивались и, соответственно, получали новые навыки. Рамзан Хаджи Кадыров ознакомился с деталями будущей экспедиции. Усовершенствованная экипировка, медикаменты и стрелковые оружия. Все перечисленное будет испытано в условиях сурового климата. Установили от компании «Зенит» комплект «Перс-2», видимый свет, инфракрасный свет, то есть для работы с ночником, и все в одном приборе собрано. Это единственный образец в России. Я первый раз видел. Это самый новейший. Самый последний. Да, самый последний. Мы будем тестировать его сейчас. Потестируем, посмотрим, как он себя покажет, и тогда уже будем рекомендовать. Компания «Зенит» делает, тоже российский производитель. И также, Рамзан Иванович, Дим, покажи. Очень интересная вещь, находка для спецназа очень такая хорошая. Быстросъемный глушитель. Глушитель. То есть, очень быстро снимается, можно работать так, можно, соответственно, быстро при необходимости установить. Все, два действия. Не нужно ни откручивать, ни заматывать. Точка прицеливания, точка попадания, соответственно, не меняется абсолютно. Спецтехника здесь тоже обновленная. 12 снегоходов, 6 грузовых саней и 1 багги Чаборз. Разработана специально для арктических условий. Действительно, это не просто снегоход, это настоящий комплекс. Во-первых, мы его весь разобрали по винтикам, потом собрали. Здесь все рамы усиленные. Здесь все усилено у нас. Внутри тоже мы все дуги усилили, чтобы даже если он будет падать, переворачиваться, ничего ему не будет. Глава республики не обошел стороной и представителей СМИ. Он ответил на вопросы, интересующие журналистов. Эта идея тогда еще никому не была интересна, но сейчас уже интересно всем, и даже президент озвучил, что надо осваивать территории Арктики. Должны знать на все 100% и должны обеспечить безопасность, где бы это ни было. Наши враги не ждут, они разрабатывают тоже свои методики, у них есть свои разработки, они ждут, пока развалится наше суверенное государство России. Поэтому, мы должны укреплять во всех точках нашей страны. В конце встречи Рамзан Хаджи Кадыров поздравил с днем рождения оператора пресс-службы Нурида Ипиева. Глава региона лично вручил ему почетную грамоту от директора Росгвардии Виктора Золотова. Награждается почетной грамотой за оказание содействия и выполнение задач и осуществление полномочий, возложенных на войска Национальной гвардии Российской Федерации. Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками Виктор Васильевич Золотов. Учения пройдут с 30 марта по 6 апреля. Возглавить и провести их поручено Даниилу Мартынову. Всего в них будет задействовано 250 человек. Это не первый опыт покорения Арктики для инструкторов Российского университета спецназа. Но именно в этот раз они проведут там самый долгий срок, в 1 месяц. Помимо тактических учений обещают установить и новые рекорды. Абдулла Батаев, Азан Идрисов и Ислам Али Султанов. Неделя. Самые теплые слова, счастливые улыбки и много цветов. Глава Чеченской Республики вместе с семьей поздравил президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну с Международным женским днем. Родные со всей ответственностью подошли к этому событию. Сын Рамзана Хаджи поздравил бабушку в стихотворной форме. Бабушка моя родная, я тебя очень люблю. Ты моя звезда, я тебя очень-очень люблю. В связи с Международным женским днем в Доме торжеств «София» прошло праздничное мероприятие. Его организовали в честь прекрасной половины Министерства здравоохранения. Они особенно много трудились с начала пандемии.
Концерт посетил и глава Чеченской Республики вместе с соратниками. Здесь же он наградил отличившихся медицинских работников. Подробнее в нашем сюжете. С начала пандемии жизнь медработников кардинально изменилась. Они работали в красных зонах, подвергая себя большому риску. Международный женский день стал еще одним поводом поблагодарить их за самоотверженный труд. Для этого глава республики прибыл на торжество лично. دنك دون دقم بلنتي شواح إتكراسنا زونع خلش الحل إذا دون عندهم دو هورنا دا لنا ليوع ليش لنص مت دعوة تندون لو وشي مت دعوة تنا سير دولو ديش شيء جيز دريس كوات ديش دونا دائما مخلر دون نقشي يحيى ودري دون تغن سوري من ميري دون وي نانوي دون بيت سبيني وي نانوي دون يحيى قشيو ويديت يحيى قشيو أشيوت أجيت نفسهم شو دون دق بركة الأرز داخل دلع دون زتري ديش دينس دون да массу очень нахлад дуэль. Глава региона вручил медали за заслуги перед Отечеством второй степени, присвоенные указом президента России медицинским работницам. Закриву Жанету Нахаевну, главную медицинскую сестру клинической больницы номер 5 города Грозного. Национальные танцы, песни в исполнении известных артистов республики. В этот день все для прекрасной половины. С теплыми пожеланиями к виновницам торжества обратился и министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. Дорогие женщины, я хочу вам пожелать мира, добра, благополучия. Говоря о здравоохранении, мы все знаем, что почти 80% всех медицинских работников составляют женщины. И зная, какой тяжелый труд трудиться в сфере здравоохранения, мы понимаем, какое бремя ложится на ваши хрупкие плечи. Рамзан Хаджикадыров отметил высокий профессионализм и самоотверженность заведующей педиатрическим отделением Республиканской детской больницы имени Глинки. Луиза Шагидаева стала победителем конкурса «Детский врач-2020 года». От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова она получила ключи от нового автомобиля. Рамзан Ахматович, все наши достижения, все наши награды – это большая ваша заслуга. Этого не состоялось бы, если бы вы не обеспечили бы безопасность нашей республики, не создали бы всю материально-техническую базу. У нас есть все условия для профессионального роста специалистов в любой отрасли, не только в медицине. За 30 лет работы Луиза Шагидаева провела множество успешных, плановых и экстренных процедур. Кроме того, с самого начала пандемии работала в красной зоне. Я проработала реаниматологом, анестезиологом, потом ушла в педиатрическую службу, была заведующей пульмонологическим отделением, затем педиатрическим отделением общего профиля. С 2002 года я провожу экстренные неотложные бронхоскопии. В медицину Луиза пришла в сложное для республики время. Оставалась верна служебному долгу даже в годы войны. Конечно, мы прошли и 2 военные кампании, сталкивались с этими ужасами, работали с ранеными детьми. Это было страшно, конечно, видеть ребенка, который должен жить, радоваться жизни, а у него очень серьезные боевые раны. Говоря о здравоохранении в целом, Рамзан Хаджикадыров отметил, что в Чеченской Республике медицина развивается быстрыми темпами. Больницы и поликлиники оснащены современным оборудованием, а медперсонал проявляет высокий профессионализм. Изабелла Хамурадова, Магомед Бачаев и Салман Усманов. Неделя. А героями нашего следующего сюжета стала семья из Нового Биноя Гудермесского района. Религия и традиции предков у них стоят на первом месте. С семьей встретилась наша съемочная группа. Продолжит Изабелла Хамурадова. В семье Решидовых любовь к религии прививают с самого детства, чтут традиции предков и уважают старших. Глава семейства Абдул-Керим признается, что это ежедневный труд. Самое важное – подавать хороший пример. ورشقات شعتان ديل دين دوزي يطلع غلق دوزي يطلع عمر ديل ورشقات تاغلامز دي آلية اشتقي بالديزل ديك بوسل وشا إيشا خلي دخو. Яхья всего 14 лет. Несмотря на свой юный возраст, мальчик уже выучил Коран наизусть. Каждый вечер он читает священное писание для семьи. سنية ترتع بولشان عمر دوال خلدري تيال خلدر قايق ديش خلر أتعامات عمر زوت أبيان جناح أسبوختر يش جناح إش سواشن
Марзокет и Цавошас Дешвана. А это один из младших братьев. Абдуллах учится в школе хафиза в Ахмат-Юрте и дома бывает редко. Каждый его приезд – это настоящий праздник для семьи. قرآن ديش نيت درس عمور دوال سوقل قرآن عمور لا جن خلداتي عمور لا لولاش جمينش وقناش قرآن ديش عمور بوس وقمل. Абдул-Керим является имамом мечети в поселке Дружба уже 5 лет. К пятничной молитве он подходит с особым вниманием. Проповедь всегда готовит заранее. قرآن مرزو قرآن بيزم تشوح دائما دوش قرآن در تدا قرآن دوش ور تغنا واو تغنا قرآن دوش تغنا قرآن دوش شوي اشت صار قرآن دوش خيناها يعني خي واخو لدوغر دائما خلل ويل عال شو دام احسن نيت قوش. После пятничной молитвы Абдул-Керим и дети навещают дедушку и бабушку. Именно она привила сыну любовь к священному писанию. دال وين بيرك تيوا ايتن سو حجر شي ماجد كشدي يحابز متكشي اشت ابيرش عام بيش يحابش شتو دينر دوخم دوخ وين إسان باتش وين خيروات تون بيرك دوه ديرك كادوخش дерг има خيلر هربيش عام ورمصو ما. На долю семьи выпало немало испытаний. Младший сын родился с диагнозом ДЦП. Родители не отчаиваются. Такова воля Всевышнего, говорят они. ويدوتش مصهم نقيتش مصهم خش ويز دليل شوات صداقير شتوتين مصو أغورة دينستول أغو جو شا دليل شوات دينستول شوات إيش دينستولهم جو خزخيت شوي. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда человек умирает, все его деяния прекращаются, за исключением 3 деяний, награда за которые не перестает нисходить к нему даже после смерти: непрерывная милостыня, знания, которые могут пользоваться люди, и праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбами за него. Изабелла Хамурадова, Магомед Бачаев, Сардаудов и Салман Усманов. Неделя. О новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева. Здравствуйте, это рубрика «Умма» и я ее ведущая Элиза Тасуева. В шведском городке Мальмё задержан мужчина по обвинению в нападении на мусульман. С топором в руке он вошел в автобус, выкрикивая антиисламские лозунги, начал угрожать расправой. По словам представителей департамента полиции Эвелины Олсон, во время ареста задержанный оказывал сопротивление органам правопорядка. Председатель партии «Разные цвета» Микаил Юксель уверен, что нападение произошло с целью провокации мусульман. Более 51% участников референдума Швейцарии одобрили запрет на ношение прикрывающей лицо одежды. Закрытым лицом нельзя будет появляться на улице, в общественном транспорте, ресторанах и магазинах. Исключение делают для священных мест и людей, которым нужно носить маски по состоянию здоровья. Центральный исламский совет Швейцарии объявил, что недоволен результатами референдума, информирует ABC. Центр развития индустрии «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан выдал сертификат телеканалам «Хом 4К» и «Живая природа». Это позволит вести вещание в исламских странах. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания коллегии Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности. В Тунис завезли первую партию российской вакцины «Спутник Ви». Министр здравоохранения страны Фаузи Мехти сообщил, что прививка этим препаратом начнется в субботу. В первую очередь процедуру пройдут медработники, военные и пожилые граждане страны. К июлю вакцинацию должны пройти 3 миллиона жителей Туниса. По последним официальным данным, в стране с начала эпидемии выявлено более 238 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончалось более 8 тысяч, сообщает Islam Today. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В Грозном завершился конкурс чтецов священного Корана. Помимо знания таджвида, главным критерием для участия стал возраст. Все участники старше 63 лет. Победители и призеры получили грамоты и денежные призы. А кто в их числе, знает наш корреспондент. Ему слово.
Начать изучение Корана никогда не поздно. Эти люди доказали это на собственном примере. Каждому из них не менее 63 лет. Участники выходят по одному и зачитывают по 3 суры из Корана. Мужчины и женщины соревнуются отдельно. Самое главное – это правильное чтение по правилам таджвида. هر سنة كون كسوين دايا بربع لويل يختهنا وقوس على دوغ تصدولش بسن جارجة ويدي خردي درك هر قرآن كيجي كان بق كان مسان دولش دوار شين عاملو عامدش. Все выступили, время подводить итоги. Среди женщин первое место заняла Зара Магомадова, а среди мужчин Хамид Магомадов. Победители и призеры получили грамоты и денежные призы. Alhamdulillah, inser coach, khilam gender her de la hart khain dish khich do qum khiyet khton. Khayal cholta Quran ramo khaldet rach khalamadu aqa pamet jemorsan mataquli waqalch. Hajilan ila han qayek dizak qatayek çok çoğuluk odish. Şokegi boluchar ashtam da baqaqalsh. Khigachun jemorsan bol beshak bachun pamet diktahul waqalch. Sunerkeyi chargadi hardosa Конкурс организовало Духовное управление мусульман Чеченской Республики. يقيتها أرها ريسبوبليكشكا أربوي ريسبوبليكشكا وين أستيبنا بقيتنا يقع كونكورسيش جنادات أس شو سعدويل ديرشان أس ينيور شول ويل هوير ديلا سدانا القرآن ديش تسخوش دبه نقش دال دال بانقش القرآن شيء سيلدق ديزاديش ديش يعامو أتوبوش دبه نقش تغن دال وين دينر مدوخهم دو. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Читайте Коран, ибо поистине в день воскрешения он явится как заступник за тех, кто его читал». Этот хадис является доказательством того, что проигравших сегодня нет, ведь свое главное вознаграждение они получат от Всевышнего. Абдулла Батаев, Азан Идрисов и Ислам Али Султанов. Неделя. Работы по реконструкции проспекта имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжаются. В самые короткие сроки объект будет сдан, и жители смогут насладиться прогулкой по обновленному проспекту. Подробнее в нашем следующем сюжете. Здесь с самого утра слышен шум спецтехники. Работа идет полным ходом. Около 400 рабочих трудятся в 2 смены, чтобы центральный проспект города Грозный был готов к открытию в срок. دروج كان وجه وحيود وش واحد بيش بو بيلا تخني وجه دعيول وشو دينا بيوس ناد اتعبوا بيش دقوه دسروك ودار مول دول دقعدو. На сегодняшний день уже выполнен большой объем работы. Идет капитальный ремонт фасада 5 многоквартирных домов. Завершены работы по демонтажу тротуарной плитки и дорожного бордюрного камня. О, хас-хас был чухтер духза. И кант сейца арвах кассон гойт. Ишта положение чодик болбух, чохасветсон. На проспекте установят 150 единиц столбов наружного освещения и обновят дорожное покрытие. Общая протяженность реконструируемой дороги составляет 2,5 километра. Ее планируют сделать 3-полосной. Я проспект Кадырова. Таяш, чо баккин беш бог гонда аш болнах. Чо хазан хет болт это ан баш бу яр
Санна галите йот агор. Сахаз ярьяш. О саирлаш хазхиятуш дутро. Радуются грядущим изменениям не только взрослые. Сончо хазхиятар метк дату яждал мукла харсих дату рут аквай هقا علي بو لوزردم خذ شكولي ارتدلخش تخوندك ميتك خربودام كيس حيوالاريو. Реконструкция проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Строительные работы планируется завершить 17 марта. Хеда Саламова, Имран Абазаев, Салман Усманов. Неделя. С начала 2017 года в Чеченской Республике действует фонд имени шейха Заида. Основная цель – поддержка предпринимательства и инноваций по принципам исламского банкинга. За все время фонд рассмотрел больше 1700 заявок, из которых около 250 уже получили финансирование. В ближайшее время организация планирует расширить свою деятельность. Сюжет нашего корреспондента. Вот уже 4 года фонд имени шейха Заида помогает жителям Чеченской Республики в создании и развитии собственного бизнеса. Он оказывает финансовую поддержку как начинающим, так и действующим предпринимателям. По принципам исламского банкинга можно получить до $1 миллиона на срок до 4 лет. На данный момент реализовано около 200 проектов, общее финансирование которых составляет свыше $1 миллиарда рублей. Мы помогаем предпринимателям посредством оказания финансовой поддержки, то есть мы финансируем на условиях исламской рассрочки, мы также предоставляем бесплатную программу тренингов для предпринимателей, это тренинги по генерации идей, по бизнес-планированию, с прошлого года туда добавились также тренинги по маркетингу и по основам финансового планирования. Если раньше, чтобы подать заявку, необходимо было приехать в офис, то с начала 2019 года этот процесс автоматизирован. Заявление можно оформить на официальном сайте фонда. Рассматривают в кратчайшие сроки. Один из проектов, получивших поддержку от фонда имени шейха Заида, билингвальный центр Монтессори «Дом детей». Это дошкольное учреждение, в котором главными являются дети, а взрослые лишь помогают им познавать мир. Методика существует больше 100 лет, но в Чеченской Республике применяется впервые. Сейчас здесь 55 детей от 14 месяцев до 6 лет. Их готовят к школе. Способы подготовки отличаются от привычных. Учитель не вмешивается в процесс. Он проводит занятия, находясь на уровне с ребенком. Также в центре нет придуманных объектов, героев сказок и мультфильмов. Если слон серый, то везде в книгах, которые мы используем в этих материалах, он должен быть серым. Розового слона быть не может. И то же самое касается и вымышленных объектов. Мы их просто не вводим в программу. То есть во всех материалах, карточках объекты, какие они есть. У нас нет телевизоров, да, вы видели это, наверное, тоже. Экранов никаких нет, мультики не приветствуются, поскольку ребенок может уходить в этот мир фантазии, да, и потом девиация, чтобы не возникало, чтобы не вытаскивать уже его из этого состояния, мы просто их не даем. В методе их и нет. Урок английского. Даламбек в игровой форме объясняет детям новые слова. Никаких привычных парт и стульев. Еще один важный момент. Ребята не должны слышать, как учитель говорит на другом языке. Поэтому даже со съемочной группой он общается только на английском. Дети не знают, что я умею говорить на русском и чеченском языках. Они вынуждены говорить со мной только на английском. Это помогает им учить его очень быстро. Дети очень интересные. Я раньше преподавал в Китае, потом вернулся в Чеченскую Республику. Дети везде одинаково любопытные и веселые. В общем, дети как дети. С недавних пор начали преподавать основы ислама. Уже есть первые результаты. Юсуфу всего 4 года, но он без проблем читает суру Аль-Фатиха. Алхамдулиллахи Раббил Аламин Ар-Рахмани Рахим Малики Яумиддин. Дейл милу, ой паймар милу, саллаллаху алейхи вассалям, ой ислам чухмастал бишбу иман ихсан, вот уша ама диашат сана юха хинт свой кусадика даху яшлига. Бешим пока вы амоштига, делать эршио, паймар милу, паймар дахар мухила, так основной вот цахнц андул уштига, ламус урок шуй, хунда ачу ламус перу важнахум дуй, цах қитам хилитар, дел милу алар из аллан ибадат дар цунна митахилар. Монтессори центр лишь один из проектов, одобренных фондом шейха Заида. Всего их больше 300. Это позволило создать большое количество рабочих мест. Шамиль Ирсанбиев, Хеда Саламова, Мовсар Даудов и Аюб Шахидов. Неделя. Желание в короткие сроки набрать мышечную массу обычно приводит к печальным последствиям. Так называемые стероиды дают сильный результат, но вместе с этим и много побочных эффектов. Что это такое и каковы его воздействия на организм человека, расскажет наш корреспондент.
Практически все новички в зале мечтают набрать мышечную массу. Сделать это не так легко, как кажется. Для этого нужен долгий и упорный труд. Некоторые выбирают легкий путь, но не самый безопасный. Стероиды повышают силу человека, ускоряют восстановление после тренировок, сжигают жир и способствуют росту мышц. Есть 3 вида стероидов – эстерины, желчные кислоты и гормоны роста. Последние самые распространенные. Они просты в использовании и дают мощный результат, и не менее слабый побочный эффект. При приеме стероидов может быть последствия таких органов, как желудочно-щитовидная железа, нарушается дисфункция щитовидной железы. Также может провести нарушение углеводного обмена, то есть когда длительный прием стероидов идет, повышается секреция инсулина, это в итоге может привести к сахарному диабету. Это может быть раковые заболевания, функции моторики желудка, кишечника, что в итоге может привести к желудочно-кишечным кровотечениям. Вещества, изменяющие тело неестественным образом, вредят здоровью, поэтому их употребление запрещено в религии ислам. عليكم أنفسكم شون دي عدو شيدوا مش لردر يعني شان دي عدو شيدوا مش لردر بوشن مع هدو حنزين يأخذ لوش تلهما دنيا نع آخر تاع يتصدر تناخذ لوش كين ولا رحون تعدو بوخ تناجي أحسن دنيا تعدوش ولا لور علم نوع إذا حديقا زين يعيو تناخون ظلم ديردو حديقا بوخم خير بو هيتسكر عيوش خنا خوري اتأيو عيوش خنا خوري اتألا تسارح ونصتم بيني حد من صتم بيني أحسن بقويات إشليلو دق إشتوه Стероиды – это вредные и неестественные для организма вещества. Куда полезнее спортивное питание, состоящее из привычных для организма витаминов. Сывороточный протеин мгновенно поступает в мышцы для роста. Креатин полезен для новичка, он увеличивает физическую силу. Правильное спортивное питание, протеин, белок продуктов просто из больших количеств. Протеины нужны для набора мышечной массы, а гейнеры для набора общей массы. Так, в протеине больше белков, а в гейнере больше углеводов. В наборе массы есть золотое правило, что быстро набирается, быстро и уходит. Употребление стероидов в любом виде запрещены на территории Чеченской Республики. Ибрагим Амаханов, Маусар Даудов, Ислам Али Султанов. Неделя. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Ислам Ершов. Всего хорошего. До свидания.